Эти земли были образованы казаками, но не казахами. Вот как пример, давай взглянем на карты. Сверху Каспийское море, ниже читаем казаки-Тартарии. Вот также Тартария-казаки. Приступая к историческому описанию киргиз-кайсаков, первую обязанностью почитаем сказать, что им дают в Европе чужое имя, которым ни сами они себя, ни их соседи, исключая россиян, их не называют. Страница 2. Оно составлено из двух слов – киргиз и кайсак. Киргиз есть название народа, известного не связями своими с киргиз-кайсаками, но древним против их враждою и до ныне существующего под именами кара-киргизов, закаменных киргизов и бурутов. Слово «кайсак» или «касак» есть испорченное имя казак, которого древность, как уверяют некоторые восточные писатели, восходит далее Рождества Христова. Название казак, перешедшее в средних веках и ко многим отраслям русского племени, принадлежит киргиз-кайсакским ордам с начала их существования, и что они себя до ныне иначе не называют. Под сим же именем известны они персиянам, бухарцам, хивинцам и прочим народам Азии. До 18 столетия и в России не знали киргиз-кайсаков, но именовали их казаками. Набеги и грабежи древних или подлинных киргизов на сибирские города и селения сделали имя их столь страшным и ненавистным, что россияне вместо брани дали оное и казачьим ордам, которые после киргизов наиболее делали вреда южным областям Сибири. С другой стороны, к составлению названия киргиз-кайсаков побуждало, конечно, и то, что народ сей, именуясь казаками, не мог быть в разговоре удобно отличаем от новых обладателей Сибири, ибо сам Ермак, сподвижники его и потомки их были казаки.